Мои дорогие, добрый вечер. Всем хорошо, с вами снова Лейла. И вы на канале Как-то так у Лейли. Друзья, наконец-то у нас дождь. Температура спала. Уже, конечно, я вам признаюсь честно, 11:30 ночи. Но я сегодня все-таки решила сделать обед уже мальчикам на завтра. Поставила запекать уточку. Помните, я молодых уточек мариновала и ложила в морозилку. И решила, пока здесь управляюсь, пока занимаюсь своими другими делами, поставила уточку в духовку и запекла. Ну, конечно, она уменьшилась в размере, но ничего страшного. И также поставила жарить картошку. Ну, не... Сначала отварила просто в мундире. И также в мундире сразу же и обжаривали на сковороде. Просто до золотистой корочки. Сейчас сюда переставлю, наверное, чтобы было видно. Налила масло отсюда, вот, масло, сок, который от уточки. И просто прожарю. Ну, всегда супы большие тоже им не интересно. Хотя я курочку тоже так же сделала вместе с картошечкой. Но пока она молодая, мои мальчики очень любят вот такой вот молодую картошку. Особенно средний мой сын обожает молодую картошку. Я вот такую молодую картошку, в принципе, никогда шкурку не снимаю. Даже кунши вместе с этой вот шкуркой, друзья. Не знаю, кому как. Просто чисто мою в смысле, и готовлю. Так, теперь я просто разделаю на кусочки. И решила вам просто показать, что еще я готовлю своим мальчикам, как бы. Вот, уточка хорошо прожарилась, она, видите, сочная, вкусная. Хорошо, что прошел дождь. Хороший дождик прошелся. Сначала немножечко, думаю, что-то мало его. Потом хорошо, даже не просто дождь, а был такой ливень хороший. Хотя нам наш гидромедцентр делал оповещение, что может быть и град, и шквалистый ветер, все такое, но, алхамдулилlah, пронесло, не знаю, в других регионах, ну не в регионах, а в других местах был у нас в республике или нет точно. Не смотрела я. Но нас пронесло, по крайней мере. Я очень боялась, что будет град. Так, вот так вот, друзья. Так. Видите, как у меня полотенце спасает меня, которое на паптике. Так, ну все. Как видите, картошечка, я надеюсь, видно. Я вижу. Красивой золотой корочки. Сейчас я ее переложу, может, потому что они будут греть ее. Вот я им переложу все мясо сюда. И курочку, и как бы картошечку сюда. И в более большой сковороде будет удобнее разогревать. Все. Жалко, у меня у этой сковороды нет крышки. Ну, вообще не было даже. У меня есть сковорода чуть-чуть побольше. Ну, чуть-чуть больше крышка ее. Ничего, положила, отправила. Так, ну вот, друзья. На этом я сегодня просто подключилась немножко. Остальное уже буду, наверное, снимать вам завтра, чем я буду заниматься. Сейчас докончу свои тут дела. Мне нужно еще помыть полы. И уже, наверное, на боковую как бы. Но я уже спокойна.
Сейчас накрою крышкой. Обед у меня готов как бы. А утром что-нибудь придумаем на завтрак. И может быть я вам покажу, что же я делаю на завтрак как бы. Пока еще и не думала, что вот так вот, друзья, я кормлю свою семью. Вот такая уточка с картошечкой. Пока у меня нет нарванной зелени, это уже утром, нарву зелень и, наверное, немножечко свежего чеснока поверх. Выжму, и будет очень вкусно, ребятам. Вот, друзья, ну и вот теперь готовится завтрак. Из того, что было, как говорится, осталась картошка со вчерашнего, можно сказать, ну, обеда. Я на обед, который сегодня приготовила. Так, кашка маме, ну, немного мне, наверное. Из 4 злаков у меня каша получается. Сейчас покажу вам. Маме нравится. Вот такая вот кашка. Так, это сосиски. Картошечка, как я сказала, оставшаяся со вчера. Ну и сюда же еще яйца домашние мальчикам. Вот такой вот будет сегодня быстрый завтрак. Мы немножко сегодня позволили себе поспать. Уже 8 часов скоро. Не знаю, и я встала утром, смотрю, все лежат, никто не встает на улице. Как-то сыро, думаю, наверное, из-за того, что у них там будет грязно, поэтому лежат. Еще они вчера очень поздно пришли домой, устали. Короче, мы иногда позволяем себе и поспать побольше. Как и у всех людей. Я знаю, что вы всегда беспокоитесь, что я всегда работаю, но я не отдыхаю, друзья. Лишь бы я могла работать. Работы не боюсь. Мне бывает очень плохо, когда у меня моя болезнь немножко дает о себе знать. И мне приходится сидеть, лежать. Это для меня намного труднее, чем что-то делать. Пока мы что-то делаем, мы живы. Мы можем помогать своим детям. Альхамдулилла. И это очень здорово. Так что, мои хорошие, будьте все здоровы. И работайте, и двигайтесь. Ну, конечно, и отдыхайте. Сейчас немножечко корочкой накроются наши сосисочки. Будем яйцо туда добавлять. Так, ну вот, слили сюда яйцо. Немножечко поперчим. Сейчас накрою крышечкой. И все. Так, ну, вот такой вот завтрак у нас готов. Иногда готовим и из такого. Я, правда, не очень-то увлекаюсь сосисками, колбасами, но купила так, чтобы было на скорую руку. Отправила своих ребят на работу и вот выпустила своих птичек. Это цыплята, которые у меня в клетке постоянно. Вон в той клетке держу. Я их не выпускала никогда. Сегодня я их что-то пожалела. Все равно тут нет таких цветов, чтобы они поели. Единственное, что они будут мне приходить под навес и тут гадить. Ну, всегда я их выпускать, конечно, не буду. Вот пусть они погуляют немножечко, пока травку пощиплют. Видите, вон перевертыши черные вы мои. Тут 3 таких кудрявых, я их перевертышами всегда называю. 3 кудрявых цыпленка. Вот. Не знаю, к большим, к старшим подпускать их боюсь, потому что никак не справляюсь я с этими старшими цыплятами. Пропаиваю, но все равно они что-то мне не нравятся. Уже штук, наверное, 15 уже от них ушло как бы. Вот так вот. Сегодня жарко, хоть и вчера дождь прошелся, очень сыро внизу, но жарко, было солнце, жарко. А теперь уже тучки набежали. Вот буквально за полчаса, пока я мыла посуду, набежали тучки. Не знаю, может быть, сегодня будет дождь. Ну, там стоит такая вероятность 70%, не знаю. Было душно, жарко, было солнечно прямо с утра. Ну вот пока я там готовила завтрак, пока их отправляла, пока посуду помыла, уже немножечко стало попрохладнее и солнышко скрылось. Вот так вот, друзья. Утром еще сорвал он мне
ведро черешни. Даже вчера вечером сорвал одно ведро и утром одно ведро. Но ведро мы отправили Аишке. Аишка вчера, говорит, смотрела мой ролик, где я черешню перебираю. И Мадине, маме своей, говорит: мама, когда мы ко мне? Ну, она меня называет большая мама, ну, в переводе. На ингушском звучит «Йок, мама». Давай, Йок, мама, поедем за черешней. И Мадина мне звонит: мама, у вас осталась черешня? Я говорю: осталось. Привезти, говорит, ее не могу, потому что они на массаж ходят, пока приехать не могут. Она, говорит, черешню хочет. И я говорю: ну, утром, когда будут на работу ехать, я передам. Передала им ведро. Да там еще он, мальчик, сын, говорит, что на этом дереве, на этом уже так почти ничего он не оставил, все хорошенечко ободрал. А на том дереве, говорит, еще есть 2-3 ведра, говорит, можно будет сорвать. Но поехали на работу. И вчера племянник, по-моему, где-то то ли 3, то ли 4 ведра, я точно не знаю, сколько он. Он сам сорвал, и сын сорвал, ему помог. Но 3 ведра точно они повезли. Так что в этом году в действительности у меня бум черешни, как бы. Хорошо так. Ну ничего, все хорошо. И сарин смогла дать, и приготовить, и заморозить, и высушить. Так что это хорошо, когда все свое. Груша в этом году. Обычно у меня груша бывает, ну, через год. В прошлом году не было тоже груши, но в прошлом году из-за того, что был град, и все побило и упало. В этом году есть, но немножечко только. А когда вот она плодоносит хорошо, как и черешня, то даже ветки срываются из-за тяжести, и подпорки приходится делать. Немножко айва есть, немножко яблоко. Но яблоко у меня зимнее, правда, тоже не очень-то в этом году. Обычно яблоко тоже бывает усыпано. Ну, яблоня бывает усыпана яблоками. Вот. Ну, вот это вот с этой стороны ветка хорошо прямо. А с той стороны вообще нет яблок. Так, салатик уже в огороде закончился салатик. Здесь тоже укропчик у меня закончился. Вчера пересеяла укроп. Калина вроде бы будет в этом году, видите. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас пойду. Ну, сейчас пойду. Мне надо молоко просепарировать. И заказала я мясо сегодня. Должен мне сейчас таксист привезти мясо. Обрадовать. Довольные такие гуляют прямо. Сколько радости. Бедные, они все время сидели в клетке. То здесь в клетке, то в котельне в клетке. Они прям не нарадуются. Хоть бы они у меня не заболели. Радости будет тогда мне. Ну ладно, пойдемте заниматься как бы в кухню чем-то. Друзья, согрела я молоко. А пока греется молоко, я успела помыть и все, что было связано с этим молоком. Короче говоря, успела еще почистить черешню. Я вам говорила, что он нарвал мне 2 ведра черешни. Одно я отправила, так, тут не видно, поставлю сюда, потом опущу камеру. Вот, видите, перебрала. Друзья, когда я, помните, вам говорила, что можно сделать из черешни, она чуть-чуть горчит у косточки. Оказывается, она тогда еще нехорошо созрела. Вы не представляете, сейчас поднесу, черешня огромная, большая, по-моему, видно сейчас. Вот. Снимаю с другого телефона, никак не могу наладить. И сладкая-сладкая, и горечь у косточки тоже прошла. Видимо, тогда, когда мы ее рвали, она покраснела, вроде бы казалось, что она спелая, но, видимо, нет. Она сейчас очень вкусная, прям вот действительно очень вкусная. Так, согрела я, как я говорю, молоко. А столько много посуды, потому что корова дает понемножечку только молока. Ну, как понемножечку там, 7-8 литров, может быть, за раз. Утром и где-то литров 6-7 вечером. Потому что, как я вам уже говорила, дойка у нее опять заболела. Я не знаю, что мне с этой коровой делать. Раньше она тоже маститная постоянно, но в этом году все 4 дойки восстановились. Я прям довольная, радая ходила. Но опять одна дойка заболела. Но как сейчас, я не представляю. Я просто хочу вам показать. Дело в том, что раньше она хоть давала выдаивать эту любую дойку, которая у нее болела. У нее практически 3 дойки постоянно были больны с периодичностью.
А сейчас вот я не дает ни притронуться, ни подоить. Вы не поверите, у меня вот такой вот огромный синяк на руке. Как она мне не сломала руку, я не знаю. Синяк вот здесь вот. Хотела ее выдавить, не дается. 2 дня подряд у меня держит, один держит за ноздри, другой держит за ногу, третий массажирует. И вот такой вот препарат мне, я врача вызывала, он сказал, что просто ничего такого нет, мастит, и чтобы я купила вот этот вот препарат, он называется мастомицин, и прямо в дойку его вводить. 2 раза мы уже ввели, это надо 3-й раз, но никакого улучшения нет. Смазываю вымя ихтиоловой мазью и утром, и вечером, но не дает притронуться к дойке. Это что-то, во-первых, корова моя высокая, кто со мной давно знает. Я так боюсь, что она мне так легонет, что мало мне уже не покажется, это не будет рука. Поэтому, не знаю, и поэтому молока мало, приходится его копить в разных этих кастрюлечках. Мне не хочется так понемножку их сепарировать, обычно же она же хорошо мне молоко давала, я за 2-3 дня накоплю и литр там 30-40 просепарирую, мне бывало так удобнее. Сейчас вот такие вот проблемы у меня с этой коровой. Все-таки придется мне ее, скорее всего, уже на будущий год менять. Ну, посмотрим. Я в прошлом году так и сказала, что все, я ее поменяю. И она у меня прям вот, как родила теленка, все 4 дойки освободились. Она такая хорошая пошла. И опять, я не знаю, что с этой коровой и что мне с ней делать. Короче, вот так вот, друзья. Сейчас просепарируем молоко. Хочу варенье из черешни сделать, но, к сожалению, у меня нет сейчас сахара на данный момент. И никого нет дома. А пока не могу пойти в магазин. Так, ну вот, друзья, молоко я уже пропустила, не стала снимать. Помыла все мои кастрюли, сепараторы, все сделала. Теперь расскажу вам, что я буду делать дальше. На кухне вчера прибиралась, нашла свою доску любимую. Эту доску мне еще 2-3 года тому назад, когда он работал, ну, у какого-то мастера по дереву, работал мой сын, ну, стройку он ему делал. И я когда-то давно постоянно смотрела кулинарные каналы, друзья. А там, как вы знаете, у многих этих кулинарных поваров вот такие вот массивные, огромные доски. Я всегда говорила, я тоже хочу такую огромную, массивную доску. И он там попросил этого мастера, чтобы он мне сделал доску. Видите, какая хорошая доска, друзья. И вспомнила про эту доску. Думаю, я вообще-то ее поставила, чтобы не хотела ей как бы использоваться ей пока, что пока не сделают мне кухню новую. Но, как видно, новая кухня еще долго будет строиться. Вернее, не строиться, а делать там ремонт. Ну ладно, когда будет, тогда будет. Так, значит, что я хочу вам сказать. Хочу с вами поделиться. Я же совсем делюсь с вами, что тут у меня происходит. Значит, у меня поступил заказ. Я не брала заказы до сих пор, если честно. Как только начались огороды, я перестала брать заказы, потому что не успеваю. Но отказать этому заказу я не смогла. То, что нужно было им. Очень просят сделать манты. Так, это косточка немножко. Вот. Привезли мне такое мясо. Сама я не смогла поехать, заказала, и он мне на такси прислал. Ну, он мясник. Короче, мясо стоит такое, мясо у нас стоит 450 рублей за килограмм. И вот, не знаю, сколько сегодня успею. Но сейчас я просто нарежу мясо, положу в холодильник, промясорублю его сначала, пропущу через мясорубку, положу в холодильник, сделаю тесто на манты. Тоже поставлю его пока в холодильник, а сама мне хотя бы немножко нужно в огороде кое-что сделать. Нужно обязательно подвязать огурцы. Я один ряд побежала еще утром, немножко подвязала. Но нужно еще, не знаю, будет дождь, не будет дождь. Мне вчера немножко веревки, шпалеру натянули. На шпалеру натянули шпагат, как бы. Так что
Хочу немножко и в огороде кое-что сделать, но просят манты быстрее и как можно больше. Не знаю, сколько я смогу им делать, но сколько смогу, столько буду. Мясо такое красивое, друзья. И свежее, и красивое. И жир купила я тоже у него же. На 100 рублей прислал мне жир, не знаю сколько здесь, потому что манты нужно делать с жиром. Тоже пропущу и жир, и мясо. Ой, наверное, теперь мне кухню долго не придется мечтать о этой кухне, потому что все настолько подорожало, весь инструмент, весь стройматериал, все, я не знаю, вот как дальше жить. Я говорю, моим мальчикам же еще и строиться надо было, и мальчикам, и девочкам. Неужели так все и будет плохо, как сейчас? Все дорого, и еда, и стройматериалы, и лес, все. Моська, уйди, пожалуйста, уйди. Так, тебя надо вывести отсюда. Делаю на заказ. Ну, сейчас я эти мясо немножко отрежу. Все, давай. Чтобы ты больше не заходила сюда. Переживаю за детей, конечно, очень. Потому что им надо жениться, устраиваться, строить дома себе, но зарплаты маленькие, а цены на все прямо на 100% все взлетело. И квартиры, и машины, и стройматериал, и все, короче. И еда, и бытовая химия. На что только цена не поднялась. И причем не только у нас в России, как бы, а цена, по-моему, поднялась везде. И в Европе, и в Америке, по-моему, тоже. Вчера Галя мне показывала, сколько что стоит в Америке. Ролик прислала, мне такой снимала в магазине из Майами. Тоже не очень-то дешево у них. Вот такие вот дела, друзья. Пенсии маленькие, и зарплаты маленькие. Пока мои мальчики строились, в принципе, ну вот что они сейчас строят на работе, практически уже потихонечку брали деньги, там и уже и зарплаты почти не осталось. Так, фазан. Я забыла помыть мясо, когда оно было куском. Помыла сейчас, и пусть оно немножечко стечет, постоит. Так, жир я, значит, помыла, и теперь буду резать на кусочки и ложить в холодную воду. Тогда пропускать жир бывает легче, когда жир лежит в холодной воде. Он меньше прилипает к мясорубке, потом мясорубку легче бывает отмывать. Так, можно отсюда вырезать лимфоузлы, чтобы не... Так, друзья, значит, жир я уже пропустила. И теперь разложу по кулечкам, взвешу его и положу на розетку. Неудобные весы у меня. Что-то я слишком много перекладываю. Вот что значит не работать долго. Когда часто взвешиваешь, все-таки рука бывает набита. Все, ну вот. Так, друзья, немножко вышла в огород, покажу вам небольшую экскурсию в огороде.
что у меня тут творится. Видите, острый перчик очень даже хорошо плодоносит, как видите. Вот. Борщ я буду делать из своей свежей капусты. Видите, качан какой уже хорошенький. Картошку тоже сейчас буду копать. Ну вот, друзья, помидоры. Не знаю. Некоторые мне нравятся, некоторые, вот как этот куст, мне не нравятся. Видите? Вот. Ну, некоторые хорошенькие. Так, вот видите, плоды такие вроде бы хорошие помидоры. Сейчас покажу вам еще. Вот. Вот. Так, здесь. Фу, пахнет так прям помидорами. Вот так вот, друзья. Вроде бы есть тут везде помидоры. Вот, видите. Так, ну что еще? Сейчас покажу. Болгарка. Ну, понемножечку болгарка оживает. Капуста, как видите, брокколи и цветная. Но она еще молоденькая. Так, это обычная капуста. Ну и тут, вот видите, я понатыкала, где что у меня есть. Где помидорчики, где болгарка, где баклажан. Кое-что, вот где большие огрехи, это медведка. Видите, некоторые совсем маленькие. Ну, чтобы земля не пустовала. Как мой сын говорит: мам, что-то странно, что у тебя в этом году хоть что-то где-то пустует. А то, говорит, шаг ступить негде бывает. Так, ну вот, натянули мне шпалеру. Видите, я сегодня вот утром выбежала один ряд, как-то направила огурчики. Еще натянуто у меня на 4 ряда, по-моему. Сейчас я посмотрю. Да, еще на 4 ряда. И эти 4 ряда тоже нужно направить, как бы. Но мне не хватает на 2 ряда. И колышек не хватает. И как бы этого шпагата тоже мне не хватает, надо купить. Не знаю, каждый год покупаю их. Но они, видимо, или когда они мне их осенью вытаскивают, ломают. Обычно этим занимается мой дивер. Или я не знаю. Каждый год приходится новые и новые подкупать. Так, и вот у меня что, друзья. Сейчас я все оставлю и буду рвать эту мою фасоль. Потому что если я ее передержу, она будет невкусной. Это спаржевая фасоль. Видите, она такого желтого цвета. Некоторые желтого, а некоторые зеленого. Куда я уронила? Вот. И пока она вот такая вот молоденькая и хрустящая, мне ее нужно нарвать. Вот так вот, друзья. Но не буду больше вас отнимать у вас времени, потому что, как я просмотрела мои съемки, они уже длинные. Ну вот так вот, друзья, почти практически день вы были со мной. Сейчас я отключусь, но я сейчас выкопаю картошку и покажу вам, какая у меня картошка. А дальше я уже без вас подвяжу свои эти, ну не подвяжу, а направлю, я их просто накидываю. Через каждый вот так вот их перетаскиваю, как бы перекидываю, и они уже сами цепляются усиками и направляются. Ну все, друзья. Ну вот, друзья, выкопала я 4 лунки. Как бы, смотрите. Ну, неплохая картошка, но это сорт удача. Это моя собственная картошка, мои собственные семена. Я запомнила, первые 3-4 ряда это были мои семена оставшиеся. Вот если бы мне эта лошадь в прошлом году не съела бы эту картошку, то было бы хорошо. Потому что эта картошка и ранняя, и она более-менее хорошо плодоносит. Остальные, вот то, что я покупала, мне не нравится. И мелочь там, и черти что. И смотрите, опять атакует жук. Вот не знаю, может быть, все оставить и опрыскивать их, что ли. Уже ничего они не оставят за сутки. Хотя, видите, пасмурно.
Вроде бы дождь, но не знаю, будет, не будет. В течение 2 часов, если бы не был. У меня там какой-то еще один препарат, я уже испробовала все. Так, и, друзья, хочу вас поблагодарить всех, кто поставил Абдуле лайк. Он действительно, оказывается, смотрит мои ролики, я не знала. Очень, как я повторюсь, очень смышленый мальчик. Ему будет очень приятно, что вы для него ставили лайки. Большое вам спасибо. Ну все, друзья, на этом я закончу свой влог, потому что уже будет слишком длинный, как я сказала. Всех благ вам, мира и благоденствия. Пойду сейчас нарву фасоль и займусь дальше своими вечерними делами, как бы. Вот когда я буду делать манты, я уже даже и не знаю. Ну все, пока-пока, друзья.